Этот фильм посвящен Николаю Ивановичу Козловскому, замечательному пианисту, музыканту, создавшему первый джаз-бенд в Якутске. В 50-е, в 60-е годы его знал весь Якутск. Все, у кого в доме был инструмент, регулярно встречались с ним как замечательным настройщиком, интересным собеседником. Николай Иванович практически создал первую группу, да, играющую джаз. Да, тут, да, я согласен, вернее так, я так думаю, и не только потому, что он мой отец, но просто здесь был еще один оркестр, он играл в кинотеатре «Центральный», оркестр пианиста Джек Баладзе. Джек Баладзе хороший пианист, я имею в виду классический, академический пианист, вот, но он не умел играть по слуху, он не умел играть, импровизировать, он мог сыграть все, что угодно, что написано в нотах. Что не написано, играть не мог. Вот. А джаз без импровизации, без игры по слуху, это невозможно. И потом у него не было этого джазового свинга. Поэтому они играли, и, может быть, они были первее, как оркестр. Вот. Но когда отец создал свой оркестр, вот, то они стали играть, кроме прочего, еще и джаз. И там была импровизация, там была игра по слуху, там был свинг. В этом смысле, хоть оркестр не первый, но первый, который стал играть именно джаз. Как ты помнишь Николая Ивановича как музыканта? Ну, вначале было просто понимание, что вот отец мой музыкант, играет. Потом, когда он иногда меня брал с собой, я замечал, во-первых, что это то место его работы, где, значит, нарядно, элегантно одетый мужчина, вот в его оркестре, значит, и чаще всего модно одетый, потом, значит, где ярко, весело, шумно, празднично. Потом я видел, значит, как смотрит на них публика, и женщины, и мужчины, и что они им нравятся, и даже немного завидуют, что вот они артисты на видном месте. Вот и мне это становилось любопытно, мне все это начало нравиться. Анна Ивановна, как мама относилась к тому, что вы играете на площадках? Ну, я думаю, что она напрямую не говорила, но из всего можно было понять. С одной стороны, была рада, что мы играем вместе, вот, что отец с сыном всегда хорошо. С другой стороны, я думаю, она беспокоилась по поводу того, что вот, отец пропадал там вечерами, годами во всех этих дансингах, клубах. Теперь и сын будет пропадать, вечера не будет. Вряд ли это нравилось, потому что, ну, конечно, это каждый вечер, или почти каждый вечер нет дома, значит, то только папа, а потом, значит, и меня еще. Вот. А во-вторых, всем было известно, что у музыканта жизнь разгульная, наверное, вино пьют, наверное, черные что делают. Вот. И неважно, было это или не было, представление примерно такое было в обществе в целом, но, естественно, у моей мамы тоже. То, что она была не в восторге, но она понимала, что от этого не отговоришь и не запретишь. Вы помните, что вот Боря-то первый принес из репертуара из кинофильма «Серенада Солнечной долины». Я тогда не знал, что это оркестр Гленна Миллера там снимается. Но когда я видел вот это, вот услышал и видел эту музыку, что-то мне так прямо, ну, как запало, я так не говорю. И откуда, что, почему именно вот эта музыка? Мы, конечно, были обалдели, потому что это для нас было совершенно новое, непонятное, и стиль, и течение, тем более такой, ну, джаз как таковой у нас не практиковался и был немножко, скажем так, мягко запрещен. Хотелось также играть или хотя бы наподобие, как они. Ты начинал играть с Николаем Ивановичем вместе, да, с отцом? Нет. Во-первых, не с ним, потому что зачем ему был нужен, если он сам клавирист и не мне чита. Вот, я рядом с ним так был мальчик на побегушках в игре. А во-вторых, даже если бы он меня взял, я тогда хотел играть другую музыку. Я хотел играть бит, а они играли джаз.
Мы ходили на вечера сначала в своей школе, потом в 8-ю, потом в 9-ю, ну, вот так вот, откуда не выгонят учителя. И забрали, да, в Якутское музучилище. А там уже принимали же после 8 класса. Там учился Боря Козловский. Он нас провел, мы пошли. Ну, обычно танцевали как под пластинку, под кинап, там все такое, все сидят, ждут. И вот я вот не могу забыть этот вечер, я постоянно об этом вспоминаю. Это был 68 год. Ну, 67-й, 68-й. Что-то не клеится, что-то не подключилось, что-то такое. И да, недолго думая, Боря сел за фортепиано, там в большом зале было это, танцы. Папа Николая Ивановича сел рядом. И они в 2 рояля, ну, вот как дали, вот как сейчас, я понимаю, вот это была настоящая джазовая импровизация. А Николай Иванович, ну просто это был каскад. Вот сейчас, я не помню, сколько вот мне уже лет, и сколько я видел джазменов, на каких был сейшенах, но этого я никогда не забуду. Я уже потом, когда вырос, узнал больше о джазе, я понял, что он не просто виртуозно играл в стиле, который называется страйт-пиано. Это стиль еще 20-е годы возник. Вот, это был его любимый стиль. Вот, и импровизировал тоже аккордами. То есть так, много пышных эффектных пассажей, как вот играли виртуозы 30-х, 40-х годов, он в этой же манере играл. Так, потом... А да? кто играл в этом стиле из великих? Ну, в этом стиле играл Оскар Питерсон, Артур Тейтум, Эрл Хайнс, такие вот пианисты. То есть, когда я потом задним словом вспоминаю, думаю, вспоминаю, как он играл, понимаю, что если бы он жил, например, в Штатах в 30-е годы, он был стар-звездой, знаменитостью, именно как виртуоз такого стиля, потому что слух у него был феноменальный, клавиатуру чувствовал великолепно, гармонии были необычайно у него красивые, вкусные, такие нарочно придумать трудно, а он так с лёду как-то под руками рождались. Более того, я потом уже оценил его возможности. Виртуозов сейчас в России, слава богу, немало джазменов, но он мог делать вещи, которых я в детстве только в книжках читал. Он мог играть с закрытыми, завязанными глазами. Он мог играть, когда, например, клали полосу черного бархата на клавиатуру. И спокойно играть. Я с тех пор никогда нигде этого не видел. Забыл второй куплет. То есть третий куплет. Больше не надо. Нормально. Благодарю. Хорошо спел, очень даже Даже ни разу не ошибся. Джаз той эпохи был любопытным явлением. Половина были профессиональные музыканты, которые играли в симфоническом оркестре Якутского радио и телевидения и в оркестре музыкально-драматического театра. Другая половина любителей. Где они учились, как не знаю. Там были фотокорреспонденты, инженеры, врачи, летчики, кого только не было. Вот. И, кстати, играли довольно приличные, то есть, на мой взгляд, они, в общем-то, не ступали, но они не были ограничены этими академическими нормами, поэтому они свободнее импровизировали и даже, может быть, лучше чувствовали джаз. Даже балалайки были где-то, я читала. Балалайки были, ну вот как. Якутск 50-х годов был вообще городом с точки зрения музыкальной очень пестрым, чего здесь только не было. Вот была такая столовая на улице Амосова, там, где сейчас находится Тагандархан. И вот там, значит, когда начинался вечер, там звучала музыка, ну какая? Да, баян и балалайка. Конечно, играли не джаз, но суть в том, что народ всякую музыку глотал, и потом кому-то это было именно нужно, чтобы баян с балалайка, а где-то аккордеон, а где-то скрипка, а где-то уже саксофон и фортепиано. В кафе «Снежинка» на проспекте Ленина, сейчас там находится ассоциация подростков, играл ансамбль 60-е годы. И вот у этих ребят, там значит, была труба, были барабаны, было фортепиано, у них не было контрабаса. А ну, какая же песня без баяна, какой ансамбль без контрабаса. Так вот, что сделали? Взяли басовую балалайку для оркестра народных инструментов и ее использовали. И вот каждый вечер ее тащили туда, через полгорода,
с улицы, сейчас его нет, улицы Чапаева, и назад. Я сам даже как-то помогал ребятам балалайку носить. Экзотическое зрелище. Ну да, вот такой треугольный корпус огромный и такой длинный гриф. Она чуть не длиной с этой комнаты была. В любое время, при любом режиме появление джаза знаменует новую эпоху. Возникает культ раскрепощения, культ импровизации, личности, раскрепощенной творческой не только в музыке, но и в стиле жизни. Новый год и тому подобное, все праздники, мы были на расхват. Потому что кто будет танцевать под магнитофон? Конечно, все хотят живую музыку. Джазовые мелодии в Якутске играли на эстраде, в кинотеатрах перед началом сеанса, в ресторанах, в кафе. Музыка больше и лучше, чем любые другие реалии жизни, передает дух эпохи. Не может быть иначе, потому что музыка – это само время, окрашенное нашими чувствами. Поначалу практически все наши духовые музыканты были выходцы из, нет, большая часть, выходцы из симфонических оркестров Якутского радио и телевидения, тогда еще только радио в начале, и оркестра театра оперы и балета, который тогда назывался музыкально-драматическим театром. Так, другая часть были любители, которые бог знает где и бог знает чему учились. Саксофонисты, трубачи, тромбонисты. Вот среди тех, кто играл в оркестрах, и у Джамбаладзе, и у моего отца, были музыканты, которые приехали сами в 1955 году. Это был особый выпуск Казанской консерватории. К нам приехала целая толпа музыкантов оттуда, духовых. Может быть, дюжина была. Они с собой пополнили оркестр. У нас был маленький оркестр. Так вот, они. А вот с 60-х годов появляются уже свои музыканты. Якутяне, рожденные здесь. То есть пришло уже поколение якутских музыкантов. И надо сказать, что они весьма прилично играли. Более того, они с точки зрения усвоения нового, стремления к новому, они были даже продвинутые музыканты более старшего поколения, которые приехали в Якутск. Они жадно хватались за новое. В общем-то, они его пропагандировали. Валера Колодезников, Юра Епифоров. Мы часто собирались втроем, слушали записи, которые там содрались с «Голос Америки», с передачи. Или просто пластинки. У Валеры, например, всегда были пластинки. Где он их доставал, как-то очень сложно было доставать виниловые диски, такие фирменные при том. И сидели, слушали под пивко. Валера Колодезников, в чем его сила? Он первым среди якутских музыкантов, джазменов, он увлекся новым ладовым джазом, стилем Майлса Дэвиса. Первым стал в этом стиле играть, овладел им в полной мере так, и умел играть мягко, тихо, лирично.
60-е годы, опять же, нас настигла волна так называемой возрождения традиции. И вот тогда у нас появились первые ансамбли, которые стали играть традиционный джаз, то есть Орлеанский, Гарлемский, Чикагский. И вот опять же здесь пионером был Евгений Коченков и Валерий Колодезников. Они первые ансамбли сколачивали, а если ансамбли имели другую ориентацию, скажем, хотели другую музыку играть, то они убеждали, среди прочего, среди всяких кулов, бопов и фанков, еще и хотя бы немного играть эту музыку. Ударник – это вообще особая статья. Значит, самый немузыкальный инструмент в том смысле, что мелодию не играет, много шума, грохота, но убери ударные, умрет и джаз, умрет и рок, вообще поп-музыка, потому что эта музыка построена на особой исключительной роли ритма. И вот основной носитель ритмического начала, конечно, в любом оркестре, ансамбле – это ударник. Ударнику партию никто не писал, он был сам найти нужные ритмы, поддерживать ритм, не просто ритм, а сдавать то, что называют в джазе свинг, или в роке называют драйвы. И вот когда я вспоминаю, вернее, слышал ударника, вспоминаю точнее свое детство, была такая колоритная фигура в оркестре моего отца, его звали Бетховен. Бетховен звали потому, что он либо вообще не слышал, либо слышал очень у него слуховой аппарат. Но он играл на ударных. Играл, надо сказать, исключительно, то есть драйв был такой очень мощный. И вот когда одни и те же сидят музыканты, поменяете ударника, и те же музыканты будут играть по-другому, потому что у одного есть этот драйв, у другого нет. У одного он есть, но он малый, а у другого он сильный, он ведет с собой оркестр. Так что роль исключительная. В 70-е годы появляется очень яркий ударник. Он стал, пожалуй, первым профессиональным ударником вообще. Вернее, так не один, а сразу двое. Два брата, Станислав Твердохлебов и Дмитрий Твердохлебов. Они играли в ансамбле «Лена». Вот, и уже тогда Станислав приобрел репутацию, значит, самого такого мощного, яркого ударника в Якутске. Вот, и все знают, что если с ним играешь, может быть спокойно. Будет нужный драйв. А потом, когда Станислав это занятие оставил и занялся другим, вот, его заменил Дмитрий, младший брат. Вот, и не просто заменил, а вскоре достиг высокого уровня. А потом он получил профессиональное образование, причем не только в училище, как и Станислав, но закончил консерваторию новосибирскую по классу ударных. В принципе, наверное, загорелся этим, что вот он перед моими глазами был. Подражание, восхищение и дружба была, конечно, он меня наставлял, потому что у него очень хороший вкус был музыкальный, хорошие пластинки. Я на них учился, там, Битлз и очень много джаза хорошего. Потом сын Станислава стал Леонид тоже ударником. Учился у своего дяди, то есть у Дмитрия Твердохлебова. Играл в рок-ансамблях, в джазовых ансамблях. А из тех, кто заявил себе как гитарист, джазовый гитарист, по сути, гитарист у нас появляется джазовый лишь, на мой взгляд, именно играющий джаз. В 70-е годы, как раз когда возникла мода, дошла и до нас мода на джаз-рок и на фьюжн. И вот так, значит, первым стал прилично играть из тех, кого я слышал, Сергей Кузьмичев. Он играл в ансамбле «Лена». Так, а потом уже были разные ребята, но играл прилично на гитаре Александр Капитонов.
Ну, это кафе «Якутия». Здесь вот я, Игорь Яковлев, он до сих пор играет, тоже известный очень музыкант. Боря Чусовской здесь со мной. Это великолепный трубач, великолепный клавишник. Вообще просто хороший человек очень был. И музыкант он был профессиональный, ну, это музыкальное училище. Володя Пиццикиан, он к нам приехал, тоже работал в оркестре радио и телевидения, а у нас работал кларнет, саксофон. Ну, этот джазмен был, конечно, от Бога. А в 80-е годы появился отличный гитарист Мартенс, да, Эдуард Мартенс. Так вот, это был первоклассный гитарист, который играл джаз, играл великолепно, солировал. И вот, в общем-то, все 80-е годы он был номером один в Якутске. В 90-е годы уже выходит на первое место Андрей Попов. И это оставался, в общем-то, и в нулевые годы, пожалуй, лучшим гитаристом. В начале 70-х появляется новое поколение, но они играют уже не на фортепиано, потому что возникла мода на электромузыкальные инструменты. Они все играют как раз на электропиано и на синтезаторах. А там уже другая манера игры. Вот это тоже появляются новые герои. Ну, Эдуард Блюхович, пожалуй, самый яркий из них. Конца 80-х, начала 90-х, конечно, номер один – это Владимир Пономаренко. Он, пожалуй, единственным из всех клавишных музыкантов, которые в Якутске работали, играли. Он овладел стилем Оскара Питерсона, а это самый сложный, самый универсальный стиль, который может сыграть все что угодно, и овладел, надо сказать, мастерски. Вот почему его игра, на мой взгляд, богаче и с точки зрения формы, и виртуозности, яркости и блеска. Потому что та музыка, которую играли клавишные музыканты в 70-е, фьюжн, она не требовала этой виртуозности, этого размаха. Я шел на урок к Белоголову, мы с ним занимались немножко, вот он давал мне основы импровизации, что-то я там пытался импровизировать по квадратам. Потом я шел на урок к Климину, тот учил меня классической музыке, и потом он же у меня спрашивал, что тебе давал там Белоголов, показывай, я тоже хочу так вот играть. Джазовые стандарты, допустим, их около 500 штук всего общеизвестных джазовых стандартов. И все музыканты серьезные, джазовые, должны их все переиграть. Этого достаточно, чтобы приобрести багаж, потому что они в разных стилях, в разных тональностях, в разных ритмах обязательно. И потом, вот, опять же, название джем. Когда джем-сейшн, собираются музыканты из различных групп, друг друга могут быть вообще незнакомы. Общеизвестная одна тема – джазовый стандарт. И начинают ее играть, потому что ее все знают. В 1979 году, когда я стал работать в училище, я стал преподавать помимо самых разных дисциплин, которые я люблю сказать, это гармония, теория музыки, полифония, сольфеджио, инструментовка, хоровая аранжировка. Вот. Еще и
курс импровизации. Вот, допустим, мелодия «Мисти». Так, мелодия. То есть, если многие спрашивают, как обогатить гармонию, когда играешь с мелодией. Если мы будем просто аккорды играть, получится что у нас? Да, чистые аккорды. Нужно использовать замены. Замены – это важная составная часть, в общем-то, джазовой гармонии. Существует там много замен, существует целая лидийская концепция Джорджа Рассела. Тритоновые замены, секундовые, квинтовые и так далее. Они очень обогащают гармонию. И вот, используя замены, мы уже получаем такой вариант. Младший сын Николая Ивановича и Анны Ивановны, Юрий Николаевич Козловский, работавший долгое время заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, в 80-е годы был инициатором создания Якутского музыкального клуба, первого джаз-клуба в нашем городе. Была сделана первая попытка под сенью клуба соединить и тех, кто джаз играет, и тех, кто его любит слушать, впервые свести. До этого такой возможности не было. Они были в разных местах, они не встречались. Во-вторых, когда при клубе была создана джазовая секция, то музыканты, которые играли в ресторанах, а, собственно, только они играли джаз, они впервые почувствовали изменение отношения к себе, что они не люди на обочине, которые относятся как слуги, а они люди искусства, и они делают искусство серьезное, заслуживающее уважения. Клуб, музыкальный клуб был, пожалуй, первой, ну пусть общественной, но инициативой, первым учреждением, которое занималось просветительством в области джаза, то есть устраивало лекции о джазе с послушанием записей, когда те, кто джазом интересуется, могли прийти и узнать о том или ином направлении, ансамбле, оркестре, о том или ином музыканте или инструменте. Это нечто вроде того, что с 70-х годов в Ленинграде, тогда еще в Ленинграде, выполнял Ленинградский джазовый клуб. В общем, такую же роль играл. Вот к тому же мы в клубе имели связи с другими джазовыми клубами, например, новосибирским, отчасти рижским, отчасти ленинградским. И мы получили тогда оттуда подпольный самоиздательский журнал «Квадрат» джазовый. Клуб издавал журнал «Бисер», в котором публиковались портреты великих джазовых музыкантов, перепечатки болгарского журнала «Параллели», новости музыкальной театральной жизни. И самое интересное, там публиковалась информация о фестивальной жизни России и мира. Наши музыканты в качестве гостей оказались вначале в Новосибирском на джазовом фестивале. Это был 84-й или 85-й год, я точно не помню. А потом, уже позже, нас пригласили на фестиваль «Джаз над Иртышом», по-моему, в Абакане. Это Хакасия. Так вот. И там наши музыканты не только слушали других музыкантов, значит, в том числе звезд отечественного джаза, они там выступали, в том числе в джем-сессионе, это самое сложное, ответственное испытание для музыкантов. Вот. И весьма достойно себя показали. И, например, как клавишные музыканты Эдуард Блехович, Сергей Белоголов, как барабанщик Дмитрий Твердохлебов, как басист Владимир Кокзак, как гитарист Эдуард Мартенс. Вот. А там выступали солидные музыканты, из тех, кто может известно быть в публике, напомню, был такой Владимир Курехин, ленинградский пианист джазовый. Вот он тоже там выступал, и заслужить там одобрительное просто даже слово, это чуть ли не грамота или диплом. Именно благодаря музыкальным клубам в нашем городе впервые за всю историю развития джаза были устроены первые джазовые фестивали. И надо сказать, что «Северная мозаика» собирала очень много людей. Проходило это в Большом зале Дворца культуры. Я не помню, сколько там, может быть, тоже 500-600 мест. Вот. И зал был почти что полон на все концерты фестиваля. И, конечно, такой аудитории музыканты
привыкшие играть в ресторанах, они никогда не имели. Это был фестиваль-конкурс, и там определялись лучший клавишник, лучший барабанщик, гитарист. И конкурс был не джазовый, «Северная мозаика», но там приветствовалось все. Там что делалось? Фабула была такая, что Сергей Белоголов писал мелодию, просто мелодию, а каждый ансамбль должен был ее аранжировать. И очень приветствовалось, если там были элементы джаза. А мелодия могла быть такой. Ну, то есть она и была такой. Вот. Что можно сделать? Ну, допустим. Тогда у нас не было возможности устроить национальный фестиваль, чтобы со всей Якутии приезжали музыканты. А возможность появилась уже в 2000-е годы, когда возник фестиваль «Тонг-джаз». И в этом смысле «Тонг-джаз» — это своеобразный преемник того фестиваля, который назывался «Северная мозаика». К нам приехал народные артисты России, СССР. Это Игорь Бриль, доцент Академии музыки имени Гнесиных, профессор и народный артист. С сыновьями, да, профессор и народный артист СССР Антон Аширович Кроу, и мы из группы «Мы джаза». Также легендарный коллектив «Уральский Диксиленд». Были музыканты из Питера, Черемизов. И вот они тоже с их помощью привозили Клаудио. Talked of romance and all the good things in life, but all you ever gave me was misery and strife. Still I hope and pray there's a chance that you'll care. I'll be a one and only, but I sure won't be a man. Yeah, you kiss. Быть джазменом — это уже согласиться, принять определенный образ жизни. Для этого нужна некоторая, даже нет, не некоторая, а большая внутренняя раскрепощенность. Вот. И если ты не способен проявить ее в жизни, в быту, в своих привычках, в поведении, то это не проявится и в музыке. Оно не возьмется ниоткуда. Оно должно быть внутри самом тебе.